Город Грозный, столица Чеченской Республики, вступает в свои права как культурная столица Российской Федерации 2025 года. С чем я и поздравляю всех жителей Чеченской Республики и граждан России. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И председатель оргкомитета общенационального проекта «Культурная столица года», депутат Государственной Думы Новичков Николай Владимирович, доктор экономических наук, профессор, почетный работник науки и техники Российской Федерации. Здравствуйте. Добрый день. Мы рады приветствовать вас в студии программы «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». Приятно вас видеть у себя в гостях. И сразу переходя к нашему разговору. Спасибо, что приехали и согласились ответить на наши вопросы. Конкурс «Культурная столица Российской Федерации» был впервые провозглашен в 2023 году, насколько я помню. Вот с чем связано его возникновение и чьи это инициативы? Прошу. Я начну, если позволите, издалека. Буквально 20 лет назад, когда Сергей Владимирович Кириенко был полномоченным представителем президента России в Приволжском федеральном округе, был запущен проект на уровне Приволжья. Это культурная столица ПФО. И идеология этого проекта состояла в том, чтобы ежегодно определять один из городов Приволжья, которому приковывалось бы все внимание остальных городов, позволяло бы посмотреть на проблемы развития города не только в социальной сфере, в сфере культуры, да, но и в целом социально-экономического развития, качества жизни. И с тех пор много воды утекло, но вот эта методология осталась жива. Более того, она реализована в целом ряде регионов России, в Красноярском крае, в Пермском крае, в Нижегородской области. И в определенный момент стало понятно, что подобную методологию нужно реализовать на общефедеральном уровне. И после этого появился проект «Культурная столица года», и в 2023 году впервые был этот конкурс проведен. Я напомню, что города-претенденты оцениваются по 12 критериям. Критериям это не только наличие значительного культурного наследия, широкая палитра культурных событий, это еще и внимание к городскому благоустройству, к качеству жизни граждан в целом, к вопросам образования, просвещения, духовно-нравственных ценностей, молодежной политики. Это к вопросу, что дает участие в конкурсе и победа? Даже не сколько дает. В первую очередь это такой повод еще раз посмотреть на регион и посмотреть, чем регион силен по отношению к другим регионам России, да, другим и чем городам. ему можно помочь в развитии? Чем можно помочь в развитии? Совершенно верно. То есть это повод выявить, по большому счету, это конкурс не просто культурной красоты, это конкурс амбиции, как себя город и регион видит в будущем и на что будет обращать внимание. Вот это самое главное. Это основные цели и задачи. Конечно, конечно. Если сказать по-другому. Да. Ну а как происходит весь этот выбор? Это участие в данном конкурсе. Как весь этот процесс? Это длинный процесс, как я уже говорил. Конкурсная процедура идет почти год. В начале года города-претенденты заявляются, обосновывают свои заявки. Вот эти 12 критериев, про которые я говорил, по каждому критерию показывают, чем город силен. Причем силен не просто сейчас, но еще раз повторяю, чем он будет силен в будущем, в чем его развитие, в чем его амбиции на 21 век. Сможет ли он быть лучше, чем предыдущий город? Совершенно верно. Это, по большому счету, это соревнование с самим собой. Чем ты в этом году лучше, чем в предыдущие годы. И вот, собственно, в течение всего года, всех конкурсных процедур идет постоянная работа, постоянная оценка. У нас работает серьезный экспертный совет в конкурсе, который в режиме постоянного взаимодействия с городами-претендентами, по сути дела, оттачивает вот эту самую культурную амбицию. Не превратится все это в банальный конкурс между городами? Есть такой риск? Нет, такого риска нет по нескольким причинам. Первая причина. Нельзя вот так вот просто, знаете, проснуться утром и стать культурной столицей. Не получится. То есть, я пойду поучаствую? Да, я пойду поучаствую. Согрею. Главное не победа, участие. Не получится. Да? Здесь нужно соответствовать. Да? Поэтому мы очень тщательно к этому относимся и очень скрупулезно.
Поэтому, ну, например, мы скрываем фамилии экспертов, чтобы с экспертами не велась такая кулуарная работа. Эксперт должен быть работать в тишине, в спокойствии и оценивать объективно те инициативы, те предложения, которые поступают. Это в обязательном порядке. В обязательном порядке. Я скажу, подача заявок производится через портал госуслуг. То есть нельзя принести заявку куда-то и договориться. Нет, это все делается в электронном виде. Да? И вот Грозный не участвовал в этом процессе, потому что мы его еще тогда не запустили. А вот с прошлого года мы еще запустили народное голосование на портале госуслуг, когда каждый гражданин России может спросить себя, какой город он видит культурной столицей. Выбрать для себя. Да, выбрать для себя и на портале госуслуг проголосовать. А мы понимаем, что голосование на портале госуслуг, оно защищенное, там нет накруток, да, нет ботов. Вот. То есть это все очень, очень серьезно. Поэтому что меня еще вселяет оптимизм, и почему я уверен, что это не превратится в банальный конкурс красоты, да? У нас побеждают действительно сильнейшие. То есть нам за победителей не стыдно, в том смысле, что это реальные города, претендующие на культурно-столичный статус и во многом являющиеся таковыми. Я напомню, культурной столицей 2024 года был город Нижний Новгород. Нижний Новгород. Да, вот тут буквально в декабре прошлого года передал статус городу Грозному. В Нижнем Новгороде была большая церемония. Делегация Чеченской Республики во главе с министром культуры республики летала в Нижний Новгород. И, собственно, теперь статус передан городу Грозному. А в конце 2025 года уже город Грозный передаст городу Омску, который уже определен культурной столицей 2026 года. А вот буквально на днях мы объявим конкурс «Культурная столица 27 года», в начале 25-го, понимаете, да? Почему так рано? Потому что, еще раз, годовой цикл реализации заявки, конкурсных процедур, и мы еще даем год для того, чтобы регион подготовился к реализации статуса. И представил себя. Представился, может быть, поговорил с федеральными министрами о поддержке города и региона. И нужно отдать должное правительству Чеченской Республики, эта работа проведена. И внимание к Чеченской Республике, городу Грозному со стороны федеральных ведомств в год культурной столичности, да, будет особым. И сейчас уже ведется работа, чтобы и на 26-й год с Омском работали федеральные министры, и я лично этим занимаюсь, и главы регионов сами занимаются, Рамзан Ахматович Кадыров, его команда постоянно из Москвы, что называется, не вылазит, да, потому что это важно, с этим нужно работать. А действительно, насколько важен данный конкурс для России? Вы знаете, В чем приоритеты тут? тут на самом деле он очень важен по той простой причине, что у нас огромная страна. Ну, много конкурсов культурных, разных. Давайте вот еще раз оценим, если вы Давайте. позволите, пафосность момента. Прошу, прошу. У нас самая большая страна в мире, самая протяженная. У нас больше 1000 городов, самых разных, самых разных. У нас есть признанные столицы, Москва и Санкт-Петербург. Но мы прекрасно понимаем, вспоминая слова Кутузова, что Россия не одна Москва, да, что кроме Москвы и Санкт-Петербурга, признанных столиц, мы их статус не ставим под сомнение, но у нас еще есть десятки, а может даже сотни городов, которые в своей части не то, что не хуже Москвы и Санкт-Петербурга, а в чем-то лучше и значительно превосходят, вот, по каким-то критериям. Но мы говорим о том, что да, есть признанные столицы, а давайте мы каждый год к Москве и Санкт-Петербургу будем добавлять еще третьего. То есть Москва и Санкт-Петербург не участвуют? Не участвуют. Они как бы находятся за пределами конкурса. Эксперты, скажем так. Можно так сказать? Я бы сказал, партнеры. Партнеры, Да. прошу. И, кстати, опять же, нужно отдать должное правительству Москвы, она нам очень много помогает. Именно с точки зрения организации, у нас с точки зрения продвижения конкурса, продвижения городов-победителей, была целая программа, и она сейчас реализуется, Грозная культурная столица, которая происходит на улицах Москвы. Москвичи, как бы, и гости столицы, десятки миллионов человек проходят через Москву, да, должны знать, что культурная столица 25 года это Грозный, а культурная столица 26 года это Омск. Поэтому это очень важно. Так вот, я закончу. Вот мы каждый год к Москве и Санкт-Петербургу добавляем третьего. Вот у нас каждый год 3 столицы. Москва, Санкт-Петербург, в 25 году Грозный. 26 год наступит Москва, Санкт-Петербург, Омск. Но каждый год культурная столица. Каждый год будет новая культурная столица. И объявляется официально. Официально А объявляется. чем Грозный вас зацепил? Экспертов,
Да? Организаторов. Вот чем Грозный Я зацепил? отвечу. Я более там скажу, чем... Вот у нас сейчас 3 культурных столицы уже есть. Да. 24, 25, 26. Да. Я в 2 словах скажу, почему они зацепили эксперт. В 2 словах, каждый. Значит, чем была хороша заявка Нижнего Новгорода? И, Чем запомнился Нижний Новгород? Запомнилась именно заявка. Да. Да? На этапе, не на этапе, а на этапе конкурсных процедур. Почему, Согласен, прошу. Да. Почему мы на нее обратили внимание? И, кстати, нужно дать должное правительству Чеченской Республики. Они эту фишку заметили и у себя использовали уже в рамках подготовки. Так вот, чем запомнилась Нижегородская заявка? Тем, что это была заявка не города Нижнего Новгорода, а региона в целом. И они сделали акцент на том, что статус и уровень культурных событий, которые были в 2024 году, они были распределены по всей области и имели очень большое значение с точки зрения развития не только Нижнего Новгорода, но и городов и поселений по всему региону. По сути дела, это была общая региональная заявка. Хотя говорил, что Нижний Новгород культурный столица, но на самом деле это была заявка от всего региона. Мы это называем культурная агломерация. Когда вот этот высокий статус и высокий уровень культурной погруженности, он зашел до самых отдаленных уголков региона. К тому и были предпосылки свои. Юбилей Пушкина, да, Большое Болдино, да, это Нижегородская, это отдаленный такой край Нижегородской области, Большое Болдино, да. Там были события, но не только там. И я могу привести массу городов Нижегородской области, которые в 2024 году были вовлечены в этот большой культурный процесс. В этом была особенность и уникальность нижегородской заявки, которую потом уже использовали и грозненцы, и аймичи. То есть, грубо говоря, достижения лидера того времени, они используются и лидерами последующих. Это правильно. Уже есть на что равняться. Конечно, планка задрана, надо и планке соответствовать. В чем уникальность и красота именно заявки чеченской, да? Хотел спросить. Да. При том, что вот этот опыт интеграции городов республики наряду с Грозным, это было сделано, высокий уровень культурных событий, это тоже было сделано. Но уникальность на тот момент стояла в том, что чеченская заявка учитывала такое масштабное приращение инфраструктуры городской, транспортной. Да, и много-много. И это было заметно? Это было заметно. Это очень бросалось в глаза, что именно чеченская делегация обращает внимание на то, чтобы городская инфраструктура, социальная инфраструктура наращивалась. Было вот это социальное приращение, социальное воспроизводство. И это, собственно, подкупило и экспертов, и членов оргкомитета, и меня тоже в том числе. И это было замечено. Омская заявка тоже имеет свое уникальное преимущество. С чем это связано? Омск победил в том числе благодаря народному голосованию, о чем я говорил на портале Госслух. Это один из факторов, не единственный, да? Много других факторов. Но вот это принцип народного участия, когда в подготовке заявки, по сути дела, участвовала вся область. Под несколько сот тысяч человек, они как бы, их вклад разный, безусловно, чей-то больше, чей-то меньше, но было заметно, что это такой общерегиональный такой подъем, что мы хотим быть культурной столицей. Это прям чувствовалось, это было заметно. И это тоже нужно использовать городам в будущем. Ну смотрите, в России, а вы это знаете лучше меня, более тысячи городов, среди которых большие, маленькие, средние. Россия многолика. Какие тут условия, исходя из того, что действительно Россия многолика и многонациональна? Есть уравниловка? Смотрите, мы очень всегда с точки зрения критериев... Ведь один город не может быть похожим в своей культуре на другой. Так вот, в том и состоит идеология конкурса, чтобы города были не похожи, чтобы они были разными, но они должны быть при всей своей разности. Эта разность, есть такое очень хорошее качество, называется цветущая сложность. Вот. Каждый город должен обладать цветущей сложностью. То есть, грубо говоря, их особенности, их привлекательность, их разнообразие, да, то есть мы все люди разнообразные, да, но
Так вот, при всем при этом, оно еще должно быть на высоком уровне привлекательности, на высоком уровне социального развития, да, то есть это не просто должна быть красота, да, люди должны понимать, что для них это делается, для людей, которые живут в регионах. Условия не подгоняются под одну копейку. Конечно, конечно. Еще раз, то есть вот важно, чтобы решался вопрос социального развития региона, важно, чтобы была амбиция и была вот эта цветущая сложность. Вот это все очень важно. И вот эти критерии позволяют сравнивать, казалось бы, несравнимое. Да, как сравнить Нижний Новгород с Грозным? Разные города, разные условия. Вы меня правильно поняли. Да. Но если мы посмотрим вот с этой точки зрения, социальный вопрос решается, люди вовлечены, культурные события, старые, которые проводились раньше, модернизируются, появляются новые культурные события, открывается... Это то, что получает город-победитель? Это то, что он призван сделать как город-победитель. Но что касается того, что он получает, я уже сказал, это внимание федеральных властей. Я с каждым министром разговариваю, говорю, у нас культурный совет 25 года Грозный. Любой министр говорит, так, если мы проводим мероприятие, давайте на Грозный обратим внимание. Да? Вот. 26-й год Омск, давайте на Омск обратим внимание. То есть сказать, что мы там разыгрываем какой-то мешок денег, это слишком банально. Это слишком банально. Тут Спасибо. Все намного сложнее. Мы говорим о том, что город на год становится важнейшей точкой страны. И давайте все вместе обратим на это внимание. Спасибо, что сегодня приехали, отвечаете на эти вопросы, а то действительно нашим телезрителям интересно. Культурная столица года. Это понятно. А как все это происходит? Из чего происходит? Вот спасибо, что сегодня к нам сюда приехали. Смотрите, эксперты называют уже конкурс «Культурная столица года» важной вехой в развитии страны. Ваше мнение? Ну, мне об этом говорить, наверное, сложно, потому что, и все-таки. Потому что я этот конкурс я понимаю, но и все провожу. Да. Но, безусловно, я же много общаюсь. То есть у меня по месяцу 4 командировки в разные точки страны. Да? То есть я много с кем общаюсь, много что вижу и много куда езжу. И понятно, что востребованность этого конкурса, вот этой методологии культурной столичности, она колоссальная. Потому что у каждого города есть амбиции, у каждого города есть гордость, да? Есть региональный патриотизм. Да? Это тоже, все это учитывается. Да? Но мало сказать, что я лучше всех. Да? Нужно доказать другим. Надо сделать. Надо сделать, конечно. Вот. Поэтому для нас это важно, чтобы была вовлеченность. И, кстати, вот еще один фактор, который я обязан указать. Прошу. Это то, что в регионах-победителях конкурса «Культурная столица» команду возглавляет первое лицо региона. Не министр культуры, не министр туризма. При всем уважении к значимости этих людей, этих лиц, этих должностей, всегда первое лицо. Если первое лицо занимается, если первое лицо считает, что это его проект, его конкурс, то тогда все получается. Это касается и Рамзана Ахматовича Кадырова, он лично возглавляет оргкомитет, он занимается этим. Это касается и Виталия Павловича Хоценко, главы Омской области. То есть, поэтому, если это происходит, я приведу простой пример. Когда был объявлен статус, что Грозный получил статус культурной столицы, мэр лично приехал. Мэр Грозного лично приехал. Он же не знал, что Грозный победит. Но он посчитал важным. В тот момент он не знал. Конечно, не знал. Конечно, он приехал. Он просто приехал на заседание оргкомитета. Да, он на подведение итогов. На подведение Да, итогов. все закрыто было. Информация была закрыта. Я не знал. То есть это принималось на ходу решение. То есть вот там же как проходит финальное мероприятие? Есть 8 финалистов. Вот, и каждый финалистов городов, да, и каждая команда представляет еще раз, чем будет удивлять город, нашу страну, если станет культурной столицей. И вот, собственно, Грозный был одним из 8 финалистов. Вот. Но команду возглавлял мэр Грозного. Вы ответили и на этот мой вопрос. Да. Сколько финалистов уходит в течение года? Да, вот. Поэтому понятно, что Рамзан Ахматович поручил ему съездить, представить. Он мог и проиграть, да, но он выиграл. И вот сейчас мы проводили 15 декабря финальную часть конкурса «Культурная столица» 26 года. Опять же, лично губернатор Виталий Павлович Хоценко, губернатор Омской области, приехал со своей супругой, с дочкой, с семьей, они приехали и представляли заявку. Вот. И опять же, он же не знал, что победит. Да? То есть он тратит свое время, подозреваю, что у него есть чем заняться. Да? Все люди заняты, особенно главы субъектов федерации, главы регионов. Вот. Но
вот важно вовлечение первых лиц. Для нас это такой серьезный фактор того, что регион будет заниматься и регион будет соответствовать. Скажите мне, а сколько городов из одного региона или республики, скажем так, может принять участие в данном конкурсе? Я отвечу. Значит, у нас, я как уже сказал, городов много? Больше 1000 городов. Да. 1000 заявок быть не может. Ну, это объективно невозможно. Да? Все правильно. Какой бы портал госуслуг не был прекрасным, это просто невозможно. Но поэтому мы ввели некоторые ограничения. От одного субъекта федерации одна заявка. От одного субъекта федерации одна заявка. На текущий момент. Да, на текущий момент. Возможно, когда конкурс будет более масштабный, мы подойдем и изменим немножко это правило. И, может быть, введем номинацию. У нас сейчас пока одна культурная столица, мы номинации не вводим. Есть народное голосование, да, и там победитель народного голосования, он может быть не совпасть с победителем конкурса. Это могут быть разные города, да, но это не номинация, это такой утешительный приз. То есть вот, это у нас есть. Поэтому одна номинация нет, один статус, одна культурная столица. Но и у конкурса тоже есть место и время для развития. Конечно. Так вот, я продолжу. Значит, от одного региона одна заявка. Значит, какие города могут участвовать? Могут участвовать все столицы субъекта федерации. Все столицы субъекта федерации. У нас 89 субъектов федерации, минус Москва и Санкт-Петербург, становится 87. Поэтому 87 столиц субъекта федерации. Дальше. Минусуем те столицы, которые уже стали культурными столицами. 5 лет им нельзя участвовать в конкурсе. То есть если вот в 2025 году Грозная культурная столица, то в следующий раз только можно принять участие в 2030 году. Да? Но мы говорим, что окей, административные центры наших регионов тоже разные. Есть большие, там, как тот же Омск, да? А есть совсем маленькие, не буду приводить пример, маленькие. Да? Поэтому говорим, давайте мы дадим возможность наряду с административными центрами принимать еще городам с численностью населения больше 200 тысяч человек. Вот. И в ряде регионов России есть города, которые не являются столицами субъекта федерации, но численность больше 200 тысяч. У нас были от них заявки. Понятно. Были от них заявки. Заявки хорошие, но пока ни на финал, ни на победу они еще пока не претендуют. Но при всем при этом норма о том, что от одного региона должна быть только одна заявка, она все равно соблюдается. Вот. Поэтому здесь, если мы посчитаем вот прямо в штуках, да, это порядка 100 городов по стране. То есть вот сейчас могут претендовать на статус культурной столицы порядка 100 городов. Но еще раз повторю, от региона может быть только одна заявка. Но в любом случае конкурс пошел в народ. Пошел. Вот это самое главное. Я приведу простую цифру. Вот, собственно, мы впервые проводили народное голосование на портале госуслуг. В 2024 году принял участие в голосовании почти 1 миллион человек. Вот. Это как бы... Подтверждает? Да, обязывает. Что обязывает и подтверждает. Я уверен, что интерес будет расти. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Да? И последних два моих вопроса. Смотрите, недавно прошла такая информация, что Россия и Республика Беларусь разрабатывают проект «Культурная столица союзного государства». Ваши комментарии? Я, с вашего разрешения, чуть-чуть вас поправлю. Прошу. Проект называется «Культурные столицы союзного государства» во множественном числе. Буду знать. Да. Буду знать. Почему это важно? Потому что в Российской Федерации реализуется свой общенациональный конкурс «Культурная столица года», о котором мы с вами говорим. Параллельно с 2010 года реализуется конкурс «Культурная столица Республики Беларусь». С 2010 года уже 15 лет опыта. Это тоже, как говорится, о многом говорит. А придумывать сейчас новую сущность и создавать статус культурной столицы союзного государства мы посчитали, скажем так, преждевременным. Может, через какое-то время мы к этому вернемся. Мы сейчас говорим о том, чтобы эти конкурсы, ну не то, что они синхронизировались, они находились в состоянии партнерства и взаимодействия. И опыт прошлого года говорит, что это более чем возможно. Культурной столицей Белоруссии 24 года был город Белынычи Могилевской области, а культурной столицей России был город Нижний Новгород, как я уже говорил. И у нас были совместные мероприятия, взаимные обмены культурными событиями и так далее. То есть как бы такие первые приближения к реализации этого проекта уже происходят. Культурной столицей Беларуси 25 года является город Иваново Брестской области.
Вот буквально в марте я поеду в составе делегации в Беларусь, да, и по линии союзного государства России и Беларуси, и заеду в том числе в этот город, посмотрю, как там дела, сообщу моим друзьям из Чеченской Республики. У меня есть поручение оргкомитета наладить контакты, вот, и, собственно, я думаю, что вот это взаимодействие будет осуществляться, но я надеюсь, что с 2026 года это взаимодействие уже будет на, скажем так, институциональном уровне, что будет решение двух президентов, Александра Григорьевича Лукашенко и Владимира Владимировича Путина, о том, что проект культурной столицы союзного государства вступит вот прямо, скажем так, в официальную Расширяется часть. конкурс, становится международным, расширяется. Да, конечно. И название «Культурные столицы союзного да, государства». да. Спасибо, что поправили, у меня не было такой информации. Спасибо, что поправили. И последний вопрос. Вы в Грозном, в Чеченской Республике, первый раз? Второй. Второй раз. Да. И как вам Грозная республика, какие изменения между вашими поездками я, в республику? к сожалению, до этого был в республике очень давно, в 2008 году. Тем более. Да, я был в составе делегации Государственной Думы, нас принимал Рамзан Ахмадович. Я помню прекрасно вот это место в центре, где находится мечеть. Вот мечеть была восстановлена со всей своей красоте, а вокруг ничего не было. И вот я буквально вчера оказался в этой же самой точке, и, собственно, узнать это место уже было невозможно, потому что практически с нуля отстроен город, и видно, что не просто большие инвестиции вложены, душа вложена в это место, в этот город, в республику, и видно, что это делается все для людей и во имя нашего общего будущего. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи. Спасибо. Вам. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И председатель оргкомитета общенационального проекта «Культурная столица года», депутат Государственной Думы Российской Федерации Новичков Николай Владимирович, доктор экономических наук, профессор, почетный работник науки и техники Российской Федерации. И напоследок, дорогие друзья, город Грозный, культурная столица 2025 года. Звучит. И самое главное, не болейте, будьте здоровы.